самый момент. Финал. Самые сильные ученики своих школ уже второй год встречаются на этой стадии. В прошлом году ученики третьей школы одержали безоговорочную победу. Желаю нашим финалистам удачи! Кайрат, соберись давай. Кайрат, сфокусируйся, давай. Каждой команде я задам по 5 вопросов. Команда, которая даст наибольшее количество правильных ответов, побеждает. Начинаем с учеников 11 школы. Готовы? Да, мы готовы. Ну что ж, начнем. Первый вопрос. Кто является автором флага Республики Казахстан? Это легко, Милосбеков. Точнее. Шакен. Засчитано. Следующий вопрос. Кто был первым казахским писателем, опубликовавшим книгу на казахском языке? Можно я? Конечно, можно. Абай Кунанбаев. Верно. Третий вопрос. Кто был первым казахстанским олимпийским чемпионом? Ольга Шишигина. Стой, Саня, ты уверена? Да. Неверный ответ. Бахтияр Акулов был первым казахстанским олимпийским чемпионом в истории. Он выиграл золотую медаль в боксе на Олимпийских играх 1996 года в Атланте. Четвертый вопрос. Как называли саков древнегреческие авторы? Скифы. Верно. Последний вопрос. Кто был первым казахским ханом? Жанибек хан. Неправильно. Кирей хан. Жанибек хан, мне не послышалось? Да уж, я ожидала большего. Перерыв. Можете попить воды. Кайрат, подойди сюда. Кайрат, что с тобой? Ты почему так плохо работаешь? Давай чуть шустрее. Да, я стараюсь. Да ты вообще не стараешься. Я же вижу, еле ходишь. Хорошо. Давай, соберись. Ты, видимо, забыл, кто ты. А, Кайрат, ответь мне. Кто ты? Лев. Я не слышу. Громче скажи. Лев! Вот это понимаю. Вот это я узнаю своего сына. Давай, покажи им, какой ты у меня сильный. Кто возглавлял Алматинскую область перед провозглашением Казахстана независимым государством? Нурсултан Назарбаев. Правильно. Казахстан водрузивший в 1945 году в Берлине одно из знамен на Рейхстаге. Рахымжан Кошкарбаев. Правильный ответ. Следующий вопрос. В каком году Казахстан стал членом ООН? 1992. Правильный ответ. Если ответите на следующий вопрос, вы станете победителем ежегодной Олимпиады «Мой Казахстан». Итак, вопрос. Хан, при котором в состав казахского государства окончательно вошли города Сырдарьи и на 200 лет город Ташкент. Это моя тема. Есимхан. Поздравляю наших победителей. Корят похуже девочек в курсе. А у тебя сардана греет. Что ты сказал? Заткнись, Вонючка. Повтори еще раз. А ну-ка успокоились. В этом году мы просто обязаны побеждать. Сколько уже можно? Согласен, меня уже целый год троллят. Дэн? Да. Тебя тут недавно искали. Кто? Жанибек хан. Очень смешно. Вы слышали новость? Ты про новый регламент? Да. Вы о чем? Теперь в команде должно быть не 3 участника, а 4. Интересно, это значит, нам нужен новый участник? Да, ну кто? В нашей школе я еще не видел фанатиков истории Казахстана. Чувствую, и в этом году мы пролетим. А что, если взять команду Диану? Нет, она ни за что не согласится. Почему? Она считает нас неучами. Что? Да, так и есть. Она даже не здоровается с нами. А вот и она. Кого мы видим? Как дела, неудачники? В этот раз все изменится, Раушан. Денис, как дела?
Все хорошо, готовимся к Олимпиаде. Будем брать реванш. Я предлагаю не тратить зря время, а просто отказаться от участия. Мы все-таки попробуем. А кто будет вашим 4-м участником? Еще не решили, но мы в поисках. А вы знакомы с нашим 4-м участником? Мы знаем Диану, но как она будет выступать за вас? Она же учится в нашей школе. Она теперь с нами. Вот пришли в вашу школу, чтобы обсудить с Дианой детали присоединения в нашу команду. Да, мне заплатят очень большие деньги за то, что я буду представлять их школу. Диана, это же был наш секрет. Да всем известно, что я самая одаренная, и у меня намного больше знаний, чем у вас всех вместе взятых. Какая ты скромная. У вас реально нет шансов. Поэтому, Денис, не трать зря время. Лучше займись чем-нибудь другим. Но мы пойдем, времени мало. Удачи вам, неудачники. Ты называешь нас неудачниками и желаешь нам удачи? Все, пока. Чао. Не найдем 4-го, и тогда нас до Олимпиады не допустят. Не переживайте, найдем 4-го. Айрат, просыпайся. Просыпайся, говорю. Папа, время 6 утра. Да, я знаю, что 6 утра. Самое время для пробежки. Папа, мне же школа сегодня. Я вообще не выспалась. Ну-ка, подъем, воин. Ты должен прибавить в борьбе, нужна функционалка. А для этого ты должен тренироваться больше, чем остальные. Ну все, давай, 10 кругов. Первый тюркский каганат в 552-603 годы стал важным этапом в истории степи. Начали развиваться ремесла, торговля, тогда же окреп Великий Шелковый путь. Из Китая в Персию и далее в Европу. Да? Меня назначили дежурным в этой кабинете. Да, можете заходить. Итак, вопрос. Кто основал казахское ханство? Чингисхан? Вообще-то Жанибек и Кирей. Пожалуйста, не мешайте. Хорошо. А в какие годы? 1465. А ты что, все знаешь? Я не сказала бы, что все. Ну хорошо. Раз ты такой умный, я задам тебе вопросы. Если ответишь правильно, я не отведу тебя к директору. Если это мой единственный шанс, хорошо. Кто основал казахскую лингвистику? Это Ахмед Байтурсунов. Ну, это был легкий вопрос. Так, какой город был одним из главных пунктов торговли между Казахстаном и Китаем в начале 19 века? Семипалатинск. Ты что, кто-то подсказывает? Нет, это просто тоже легкий вопрос. Знаете что-нибудь посложнее? Хочешь посложнее? Хорошо. Так. За сколько лет Чингисхан покорил Казахстан и Среднюю Азию? 5. Да, точно, 5 лет. Откуда ты это все знаешь? Я просто фанатик нашей истории. Так что, поведете меня к директору? Нет, можете продолжать. Постой, Кайрат. Да. Кайрат, меня зовут Марьям, а это мои друзья Санья, Денис. Раз знакомство, что случилось? Взаимно. Это как рады. Кайрат, ты так много знаешь о истории Казахстана. Мы, честно сказать, в шоке. Дело вот в чем. У нас скоро будет Олимпиада в нашей школе по истории Казахстана. Нам как раз требуется один участник в команду. Хотим тебе предложить быть с нами в команде. Спасибо большое, интересное предложение, но я вынужден отказаться. Почему? У меня очень мало времени. А чем ты занят все время? Я занимаюсь ММА. Круто, ты же спортсмен. Очень жаль, конечно. Если вдруг надумаешь, у нас будут подготовительные уроки. Каждый день мы здесь с 4 до 6. Приходи, Честно, я бы очень хотел. будем тебе рады. Удачи вам. Все, закончили?
Переодеваемся. Мирас, Санжар, ответьте мне на вопрос. Вам нравится ММА? Конечно, нравится. Что за вопрос? ММА это то. Санжар, Да. ты пришел буквально недавно, да? Да, 4 месяца. Как так получается? Я, можно сказать, хожу с пеленок, а ты пришел 4-й месяц назад и уже выиграешь меня на спаррингах. А как сильно тебе нравится ММА? Спроси сначала, нравится ли мне вообще ММА? Хайрат, грустно это на самом деле. Мой папа говорил, что Всевышний наделил каждого человека особенным талантом, и он должен заниматься тем, что у него лучше всего получается, и получать от этого удовольствие. В Казахстане происходила крайне сложная этническая история. На протяжении веков здесь перекрещивались судьбы множества племен и народов. В 15-16 веках в основном завершился многовековой процесс формирования казахской народности и ее этнической территории в тех пределах, в которых казахи размещались в последующие века. Мария, Да, Санья? Олимпиада теснитель, а мы до сих пор не нашли 4-го участника. Стоит ли нам вообще готовиться? Да, это пустая трата времени. Что вы предлагаете? Даже не знаю. Нам поможет только чудо. Всем привет! Место в команде еще вакантно? А вот и чудо. Не понял. Не понял? Где Хайрат? Хайрат, ты не представляешь, как мы рады, что ты к нам присоединился. У нас очень мало времени. Нам нужно изучить много материала. Извини, продолжай. Все в порядке? Да, не беспокойтесь. Странно. Не отвечает. Ничего не хочешь мне рассказать? Нет, Например, где ты был сегодня? я в школе. А почему ты не был на тренировках? Пап, я как раз хотел поговорить с тобой на эту тему. Ну давай поговорим. Я тебя внимательно слушаю. Дело вот в чем. Я думаю прекратить заниматься ММА. Что? Ты что такое говоришь? Ты же любишь драться. Пап, мне нравится драться, но не так, как тебе. Да о чем это ты? Ты же с 5 лет ходишь на тренировки. Да, я знаю, но мне больше нравится изучать историю, литературу. Ну учи. Кто тебе запрещает? Ну зачем тренировки-то пропускать? Пускай наш сын занимается тем, что ему нравится. Так в этом-то и дело. А почему ты не говорил, что тебе не нравятся тренировки? Да я не хотел тебя расстраивать. Сынок, ты ведь... Я даже не знаю, что тебе сказать. Честно, я в недоумении. Нашему сыну нравится изучать историю. Что тут непонятного? Да, я уже записался на кружок по истории Казахстана. Подождите, мне надо выйти. Ничего страшного, сынок, свыкнется. Вот и настал день расплаты. Мы должны защитить честь нашей школы. У нас нет права на ошибку. Мы нашли нашего Байхана. Теперь осталось нанести удар. Я типа Аблайхан, да? Я просто не понял. Хайрат взял и испортил момент. Ну простите. Теперь серьезно, наши соперники это 3-я школа. У них нет слабых мест. Они ходячие Википедии. Вдобавок ко всему, они к себе в команду взяли Диану. О ком речь?
Она перевелась к нам из 33-й школы. Она выиграла все возможные индивидуальные награды по истории Казахстана и всемирной истории. Про нее писали во всех соцсетях, как о девочке вундеркинде. Страшно. Да, мне тоже. Давайте покажем им. Раз, два, три, команда! Добрый день! В этом году на Олимпиаде по истории Казахстана участие принимают ученики из следующих школ. Школа номер 3. Обладатели титула «Самые умные». Хасенов Эльдар, Жусупаев Ильяс, Имамбаева Раушан, Алиева Диана. Школа номер 11. Финалисты прошлого и позапрошлого года. Иманова Марьям, Габдуллина Санья, Скворцов Денис, Баймагомедов Кайрат. Желаю всем удачи. Мы начинаем. Золотая Орда разделилась на две части. С начала 17 века Туркестан становится столицей казахского ханства. Реальная угроза для казахов возросла со второй половины 17 столетия с воцарением на Джунгарском престоле Хунтайджи Цыван Равдана. Большинство казахов нижнего течения Сырдарьи признавали ханом Аргазе, который пытался сопротивляться хивинскому хану и добивался признания России. Однако царские власти решили не признавать его ханом, опасаясь его усилений. В 1821 году Аргазе был вложен в Петербург, по пути пленен и сослан в Калугу, где и умер в 1833 году. В войне с Наполеоном особую роль играла конница. Увеличился объем купли лошадей у казахов. Казахстан – родина тюльпанов. В финальном туре правила следующие. Каждому из вас будут задаваться самые сложные вопросы. Кто отвечает неправильно, выбывает. Побеждает та команда, чей участник останется последним. Итак, начнем. Марьям. Да. В 1458 году, недовольный жесткой политикой хана узбекского улуса Абулхаира Султана, Жаныбек и Кирей со своими аулами откочевали с берегов Сырдарьи на восток в Семиречье, на земли правителя Моголистана, где в 1465 году образовали казахское ханство. Народ, ушедший с ними, стал называть себя свободными людьми, казахами. Как звали правителя Моголистана? Есин-Буги. Молодец, это правильный ответ. Им был Толебе Алибек Улу. В 1745 году умирает Хунтайджи Галдан Церен. Несколько участников декабрьских событий погибли. Среди них, как символ борьбы молодежи за свободу, выделялся молодой демократ Кайрат Расулбеков. 1638 год. В плен попал Жангир Султан, сын хана Ислима. Неправильный ответ. В 1635 году. Раушан, вы выбываете. Верный ответ в 1391 году. Его главой был избран Сырымдатова Анихан младшего Жуза Нуралы. В 1836 по 1838 было подавлено восстание, которым руководил Кенесары Касымов. Исатай Тайманов и Махамбет Утемисов, а не Кенесары Касымов. В 1802 году Сырымдатов был отравлен врагами. 1077-й стрелковый полк. Ты у меня спрашиваешь? Нет, это мой ответ. Героическое сопротивление врагу оказал 1073-й стрелковый полк под командованием Бауджана Маушулы. Эльдар. Далее Затри Бибулова. Ушла на фронт 19 лет и стала первой девушкой Казахстана, которой было присвоено звание Героя Советского Союза. О ком идет речь? Алия Малдабулова. Да, Ильдар. Речь идет о Маншук Маметовой. А, да, я хотел сказать Маншук Маметова. Что-то перепутал. Спасибо, Ильдар, вы выбываете. Саня, какой роман один из классиков казахской литературы Сабит Муканов посвятил национально-освободительному движению казахского народа в 1916 году? Сырдарья. Популярный роман известного казахского писателя Сабита Муканова «Ботагоз» ярко изображает события гражданской войны в Северном Казахстане. Писатель правдиво показывает расстановку сил, борьбу трудящихся с феодалами, формирование руководителей революционного движения из народа.
Кайрат, вся надежда на тебя. Кайрат, Диана, остались только вы вдвоем. Продолжим. Кайрат, как звали одного из учеников Абая Кунанбаева, написавшего летопись турецких, киргизских, казахских ханов? Его звали Шахрем Кудайбердиев. Правильно. Диана, какой город во второй половине XIV века стал столицей Агарды? Это город Сыганак. Кайрат, в каком году умер Абулхаир хан, после чего произошел распад его ханства? В 1468 году. Правильно. Диана, современный казахский литературный язык берет начало со второй половины XIX века. Вопрос, кто стоял у его истоков? Абай Кунанбаев. Верно. Хайрат, в каком году? Минуточку, это не полный ответ, его нельзя засчитывать. Не поняла. Абай Кунанбаев и Ибраим Турсалин, они оба стояли у истоков формирования современного литературного казахского языка. Подожди, ответ уже принят. Его засчитали верным. Продолжаем. Да, я согласна с Дианой. Прошу прощения, я на минуту. Все, я вас покидаю. Ребята, мужчина, который к нам зашел, это Жумабек Булатович. Это кандидат исторических наук. Он организатор этой олимпиады. Он мне сообщил, что ответ Дианы неверный. Хайрат был прав. На самом деле их было двое. Абай Кунанбаев и Ибраим Турсалин. Это стой, вы уже приняли ответ. Прости, Диана, но в этой олимпиаде побеждает школа номер 11. Молодец, поздравляю. Спасибо. Хайрат, сын мой, я так горжусь тобой. В этом деле ты лучший. Я бы дал тебе черный пояс по истории Казахстана. Спасибо, пап.